Петроглифы Карелии – один из самых ярких памятников древней культуры на территории Севера Европы. Они известны в двух местах – на восточном берегу Онежского озера и в Прибеломорье, на берегу реки Выг. В европейской части России это крупнейшее скопление рисунков каменного века. И мы, жители Коми, можем полюбоваться сокровищами древнего мира, не выезжая из региона. Национальный музей Республики Коми приглашает на выставку «Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов». Наша коллега Алена Югова составила свое представление о духовном мире древних людей. Петроглифы Карелии. Образ мира и миры образов. О чем эта выставка? Данная выставка предоставлена Национальным музеем Республики Карелия. Это передвижная выставка. Здесь представлены изображения древних археологических памятников. Это уникальные наскальные изображения, которые сохранились до сих пор и не перестают привлекать внимание исследователей со всего света. С помощью этих изображений мы сможем узнать о мировоззрении древнего человека, который проживал на территории северной части Европы. Вот к этому мы сейчас и перейдем. Это называется петроглифы. И что же это такое? Слово «петроглифы» имеет греческое происхождение. «Петра» значит камень, «глифы» значит резьба по камню, то есть в буквальном переводе означает резьба по камню. Все изображения можно разделить на три крупных группы по характеру изображения. Да? Первое – это зооморфные, второе – антропоморфные изображения, а третье – символические. Вот. Первый человек современный сможет идентифицировать, да, он сможет узнать знакомые образы в них. А насчет последних я бы поспорила, потому что если, например, лук или стрелы он сможет узнать, то солярные и лунарные знаки, скорее всего, ему будет сложно идентифицировать, потому что на них еще помимо собственно, изображения полумесяца, например, да, или круга, есть лучи. Петроглифы были найдены только на территории России? Нет, петроглифы были найдены также и в других странах Северной Европы, в Финляндии, Швеции и Норвегии. То есть мы как-то можем их сравнить? Естественно, да. На выставке представлены также интерактивные экспонаты, где кубы, да, на гранях которых изображены графические копии петроглифов, которые были как раз найдены не только на территории Республики Карелия, но и в других странах. Но они сами как-то отличаются, вот на первый взгляд. Например, вот мы можем отличить петроглиф Онежского озера от петроглифа Белого моря? Да, мы можем отличить. Естественно, все петроглифы в целом, они имеют достаточно много общего, но каждый из них имеет какие-то отличительные особенности. Например, петроглифы беломорские, они чаще всего изображают какую-то повествовательную сцену, да, где главные герои – это охотник или воин. Вот. А на территории Онежского озера в основном петроглифы, как индивидуальные фигуры изображены, которые не изображают никакую историю. Петроглифы являются современниками египетских пирамид, да, то есть они, по мнению ученых, были созданы в период с 5 по 2 тысячелетия до нашей эры. То есть это достаточно древние памятники, и судить как-то объективно, да, мы, скорее всего, не сможем ничего конкретного сказать по этому поводу. Я тут заметила такую интересную вещь, и как экскурсовода не могу вас не спросить. Насколько мы знаем, все древние люди, я думаю, на этой схеме будет видно, были язычниками. Что же здесь в таком случае делает крест православный? Да, православный крест предположительно появился здесь в период позднего Средневековья и был создан в той же технике послушниками Мурманского монастыря. Таким образом, православные христиане пытались себя уберечь от беса, от злого духа, да, осветили место. Как мы уже сказали, каждый петроглиф можно прочесть. И именно сейчас Мария нам покажет, как это сделать. Мария, что это такое? Самая северная группа петроглифов район Белого моря – это бесовые следки. Некоторые ученые склоняются к тому, что данный образ, он отражает мифологические представления древнего человека. И так, например, в фольклоре некоторых народов севера России, в частности финно-угров, описываются крупные размеры некоторых духов, в частности лешего, хозяина леса, о котором говорится, что это существо гигантского роста, выше деревьев. Еще я не могла не отметить вот эту вот плиту. Что это такое?
Ну, с помощью этой плиты посетители могут, они могут прикасаться, да, к этой плите и посмотреть, как выглядели петроглифы, что они из себя представляли. Естественно, это копия, это модель уменьшенная, потому что петроглифы, они имеют размер где-то от 25 сантиметров до 50 сантиметров. Самые крупные фигуры достигают длины 4 метра. Они представляют собой своеобразные контррельефы, да, то есть изображения, которые идут вглубь фона на 1-2 миллиметра, реже на 5-6 миллиметров. Вот эти символы мы как-то можем расшифровать? То есть вы сказали, что есть символические, есть антропогенные и... Антропоморфные, да, антропоморфные, да, то есть почему я не говорю изображение человека, потому что, скорее всего, это изображение не реально существовавшего, да, не конкретного человека, а какого-то мифологического предка, да, или просто духа. Вот. Те образы, о которых я говорила, символические, которые мы, скорее всего, не сможем расшифровать, это вот именно вот такие солярные и лунарные образы. Вот. А зооморфные, вот обратите внимание на этого лося, полумесяц, водоплавающие птицы. Это ведь все вполне читаемо, да, и мы можем интерпретировать их так же, как и древний человек. Да.